Славянские сказки на русском языке появляются во второй половине XIX века в исследованиях Буслаева и Бодуэна, а затем и в популярных сборниках славянских сказок. Дореволюционный корпус русских переводов славянских сказок насчитывает 40 сказок и 21 предание. После революции славянские сказки появляются в советских изданиях только после окончания советско-югославского конфликта 1948-1953 годов. Причем дореволюционные переводы не перепечатываются вообще. Корпус советских переводов славянских сказок насчитывает 39 текстов, некоторые из них в нескольких переводах, и не пересекается с дореволюционным. В первые годы после распада СССР многочисленные новообразовавшиеся издательства охотно печатают сборники сказок. Как правило, это копии советских изданий или компиляции. Новые переводы сказок в это время редки, потому что издательства в целях экономии обращаются к уже имеющимся. Фамилию переводчика в таких изданиях часто не указывают, видимо, пытаясь избежать проблем с авторскими правами. Публикации без указания переводчика постепенно сходят на нет, и после 2009 года встречаются только в сборниках харьковского издательства «Клуб семейного досуга». Ввиду небрежности издателей сборников сказок и так называемых самых полных хрестоматий последнего десятилетия зачастую возникает путаница. Например, словацкая сказка «У солнышка в гостях» регулярно становится славянской. Докучная сказка неизвестного происхождения «Шла мышка через мостик» в переводе Леонида Ихнина именуется то славянской, то словацкой в разных изданиях. Есть такая большая книга рождественских сказок, и в нее под видом славянской вошла норвежская сказка «Белый медведь, король Валимон». Казалось бы, где Словения, где белые медведи, но издателя это не смутило. Появляются публикации славянских сказок в новых форматах. Например, в 1999 году в детском журнале «Костер» публикуется сказка «Водяной» в виде комикса. Сказка «Водяной» – это вообще самая популярная, самая издаваемая славянская сказка советского и постсоветского периода. И появляются аудиосказки. Там тоже путаница. Например, та же самая сказка «Водяной» на каком-то аудиоиздании названа болгарской и бытует в сети в составе сборника болгарских сказок. Уже в 1991 году начинают переиздаваться дореволюционные переводы славянских сказок, перешедшие за давностью лет в общественное достояние. Но там также не указывается фамилия переводчика, то есть нарушаются неимущественные авторские права. Как минимум дважды переизданы 3 славянские сказки из популярного сборника 1899 года «Сказки славянских народов». Вот, как видите, издание 1991 и 2020. Впервые с 1904 года появляется в печати второй том материалов для южнославянской диалектологии и этнографии Бодуэна де Куртене, который содержит 23 терские сказки, терский диалект славянского языка. В последние годы официально переиздаются детские сборники сказок 70-х и 80-х годов, в том числе включающие славянские народные сказки. Вот в 2016 году тиражом 5000 экземпляров переиздан сборник славянских сказок 1976 года, недалеко, не близко, не высоко, не низко. А в 2018 году тиражом 4000 экземпляров переиздан сборник 1987 года «Сказки гор», где одна славянская сказка. Новые переводы славянских народных сказок начинают появляться только с 2001 года в нишевых или маргинальных изданиях. В 2001 году 6 славянских сказок в переводах славянцев Ирены, Сони Марии и Бориса Ругелов опубликованы в сборнике «Славянско-русский альманах». Он вышел тиражом 3000 экземпляров, который наряду с художественными произведениями известных славянских поэтов и статьями современных российских филологов включает псевдонаучные статьи славянских и российских представителей фолк-хистори. В монографию «Славянская литература» 2010 года включен народный сказ «Курент» в переводе Замятиной, а в 2020 году в журнале «Живая старина» опубликована так называемая «Сказка для взрослых» в переводе Марии Есинской. В 2013 году вышел сборник билингва «Лучшие сказки Словении». Это первое отдельное издание славянских народных сказок на русском языке. До этого они выходили исключительно в составе сборников, антологий и хрестоматий. В книгу вошло 5 сказок в переводе Марины Билаш, записанной собирательницей славянского фольклорного и этнографического материала Душицей Куновер, и ранее не издававшейся на русском языке. Издание адресовано русскоязычным читателям, интересующимся славянским культурным наследием, а также славянцам, изучающим русский язык. Это все были издания, рассчитанные на взрослых, а вот пошли публикации для детей. В 2014 году славянская сказка «Пастушок», правда под названием «Подарок волшебниц», без указания переводчика вошла в хрестоматию 365 сказок и историй на каждый день. Это издание без года, без города, без тиража, без сведений о текстах и переводчиках. Распространяется через электрички. В 2017 году 2 славянские сказки о 3 грошах и «Заяц и медведь» вошли в сборник «Фетфрумус и солнце» и другие балканские сказки. Хотя, как все мы знаем, Словения вовсе не Балкан. Это печально известное харьковское издательство «Клуб семейного досуга», которое не утруждает себя указанием фамилии переводчика. С 2012 года публикации славянских сказок и легенд появляются в интернете.
Энтузиасты переводят их для души и выкладывают в свободный доступ на собственных сайтах и в соцсетях. В 2012 году выпускница МГУ, доцент Вильнюсского университета, кавалер Ордена Республики Словения за заслуги Елена Каницкая перевела и публиковала на своем сайте 13 сказок и легенд из венецианской Словении. В 2015 году ВКонтакте в паблике «Слава» были опубликованы рязьянские легенды Дуэцесса и дыра в горе Канин в переводе Реута. А в 2017 году рязьянская сказка на Рождество. В 2019 году я перевела для своего паблика ВКонтакте 8 славянских сказок, 9 преданий, бывальщин и шуточных историй. Причем 7 из 8 сказок – это рязьянские сказки о животных из собрания славянского фольклориста академика Милка Матичетова. Сказки о животных из итальянской долины Резия знают и любят в Словении. Но единственная публикация на русском языке вышла в 1876 году и не была предназначена для широкой публики. Это очерк Бодуэна «Резия и рязьяне», в который вошло 6 рязьянских сказок о животных. Таким образом, корпус переводов за эти 30 лет составляет 33 народные сказки и 16 легенд, преданий и анекдотов. Это больше, чем советский корпус, который включает 39 текстов, но современные печатные публикации размещены в основном в нишевых или маргинальных изданиях. И это всего 16 текстов. А остальные 33 текста разбросаны по соцсетям и личным сайтам переводчиков. В 2022 году в издательстве «Стрекоза» впервые готовится к выходу на русском языке сборник, содержащий исключительно славянские, в том числе рязьянские, народные сказки и рассчитанный, наконец-то, на детскую аудиторию. Это объемный сборник «300 зайцев», составленный славянской фольклористкой, поэтессой и профессиональной сказительницей Аней Штефан по материалам Милка Матичетова и вышедший на славянском языке к столетию с его дня рождения. В сборник вошли как рязьянские сказки о животных, хорошо известные славянским читателям, так и ранее не издававшиеся сказки, расшифрованные составительницей по рукописям и магнитофонным пленкам из личного архива Милка Матичетова и архива Славянского этнографического института, научно-исследовательского центра Славянской академии наук и искусств. 39 сказок, вошедших в сборник, Милка Матичетов записал с 40 по 73 год от сказителей разного возраста и из различных славянскоговорящих регионов, преимущественно из долины Резия в Италии и Нижней Краины в Словении. Сборник проиллюстрирован наиболее известными славянскими иллюстраторами детских книг. Мне посчастливилось перевести этот сборник, для меня это большая радость. В оригинальный сборник вошли 44 сказки. 4 из них, рязьянские, мне довелось перевести и выложить в сеть еще в 2019 году, а остальные раньше не переводились. Сюжеты некоторых сказок хорошо знакомы русскоязычным читателям. Например, «Звезда во лбу» – это популярный сюжет «Ослиная шкура». «Горшочек вари» хорошо нам известен в обработке братьев Гримм. А «Девушка, что желала маков цвет» – это почти слово в слово «аленький цветочек». Есть там и типично славянские сюжеты, например, «Баба Пехта в черной лопе», где действуют хорошо знакомые славянцам фольклорные персонажи Пехта, Шкопник и Бедонец. Сейчас сборник в процессе редактуры. К сожалению, издание рассчитано на детей и подпадает под действие закона о защите детей от информации, так что оно цензурится. Вот, например, в сказке «Три кумушки лисы весь день пьют ликеры и вина. Редактор заставляет их пить сок и сироп. Пострадала сказка «Месопуст и проклятый замок». Главный герой не может играть с чертями в карты. Это ведь азартная игра, книга детская. Пусть играет в шашки. На деньги. Ну, надеюсь, мы с редактором найдем разумный компромисс. Но есть и цензура, не связанная с законом. Делается она, я так понимаю, чтобы не шокировать маленьких читателей. На мой взгляд, она не везде оправдана. Вот, например, в сказке «Заколдованный замок» мачехина дочка не умерла, танцуя с великаном, а просто из сил выбилась, на полу лежит. Черти и великаны эффектно падают с потолка по частям. Наверняка вам знакомо такое появление нечистой силы из народных сказок. Падает нога, потом рука, потом туловище, и главный герой, смельчак, говорит: да падай уже весь. Вот это вот эффектное появление, к сожалению, редактором везде убрано. И полностью убрали сказку о королевской дочке, которая все загадки знала за многочисленные жестокие убийства и горы трупов. Хотя в советское время она много раз спокойно издавалась без всякой цензуры под названием «Бедный юноша и мудрая королевна» и «Бедняк и мудрая принцесса». Там мать желает отравить своего сына, чтобы его не обезглавил палач, такое превентивное убийство, но отравленных 2 голубей случайно съедает его пес и умирает. Юноша разрубает пса на 12 частей, его съедают 12 ворон, умирают. Этими 12 воронами он кормит 24 разбойника. И вот они, как видите, на картинке слева, поели и померли тоже все. И это не все горы трупов из этой сказки. Я сделала переводческое примечание у персонажа Шкопник. Как вы думаете, какой именно фрагмент редактор счел необходимым из него убрать? Конечно же, что он душит детей во сне. Не дай бог дети об этом узнают. Сказку «Звезда во лбу», которая ослиная шкура, чуть не убрали совсем.
Там ведь отец хочет жениться на дочери. Я предложила сделать этого отца отчимом, и сказка была спасена. И повсюду стыдливо редактором убрано упоминание «зада». Особенно мне жаль концовку нескольких сказок. Замечательную, типично славянскую. И меня на свадьбу позвали, из решета вином угощали, наперстки дали лимонад, да лопатой под зад. Треснул зад пополам, до сих пор сверху донизу трещину видать. Это ж прелесть, что такое. Вот такого раньше нигде не встречал, ни в одной сказке. Несмотря на все эти потери, в будущем году у нас будет первый детский сборник славянских народных сказок, включающий 39 новых переводов. А «Королевскую дочку» я публикую в сети. Не пропадать же хорошим переводом. Спасибо. Спасибо большое, Мария. Я, на самом деле, со своей стороны рада, что мое посредничество при издательстве «Стрекоза» приводит к таким многообещающим результатам. Да, поздравляю. Вот у меня вопрос такой. Значит, я помню, что у Марии был доклад про ошибки в переводах. Значит, в советское время, да, когда издавались сказки славянские, там были разного рода ошибки и так далее. Сейчас мы видим следующее, что есть цензурирование сказок, да, и, соответственно, у них появляются искажения. Соответственно, вопрос. Получается, что человек, который будет изучать эти сказки впоследствии, он скажет, что это ошибки, это искажения или это роль цензуры? Ошибки заключались в ложных друзьях переводчика. Переводчицы были сербистками и переводили славянские лексемы так, как если бы они были сербскими. Цензуры знать не могу, потому что не имею доступа к тем сборникам сказок, из которых брали эти оригиналы, они нигде не указаны, но цензуры, насколько я могу сравнить с тем, что происходит сейчас, не было в принципе. Там совершенно спокойно и горы трупов, и все, что можно. То есть сказки не делились на детские и взрослые, как сейчас. Закона-то не было еще. Нет, а речь идет про сказки какого периода? Нет, потому что наша цензура, безусловно, была. Только она была на определенном этапе, и, конечно, она была идеологическая. Вот ни одной строчки опубликовать без цензуры в советское время, там, до какого-то 89-го года, было нельзя. Это абсолютно безумно. То есть цензура была, вот та цензура, если об этом будет речь. Не та, которая сейчас после, значит, там, 18 плюс и так далее, а та, которая была до бархатных революций. И, конечно, для того, чтобы какие-то сказки где-то публиковались, писали специальные записки, объясняющие, так сказать. Поэтому возвращаемся к той истории, да, которую мы обсуждали с стратегией, я тоже это помню. Еще у меня такой вопрос. Маша, скажите, пожалуйста, а вот вообще научная цель вот этого большого, на самом деле, объема работы, в чем она заключается? То есть вы рассказываете про то, какие сказки выходили в какой конкретный период, да? То есть какая у вас научная гипотеза, научная цель, в чем она заключается? Скажу сразу, никакой гипотезы у меня нет. Все началось с того, что я решила собрать все русскоязычные издания славянской детской литературы и сказок. Ну, естественно, не сами издания, а библиографию сделать. Сначала я думала, что там будет максимум 5 изданий, но они уже перевалили за сотню. Пару месяцев назад в журнале «Детские чтения» я опубликовала библиографию русскоязычных изданий славянских народных сказок с середины XIX века по прошлый год. Это, можно считать, что это самоцель. Плюс я просто смотрю, как у нас переводили и переводят славянскую детскую литературу и сказки. Меня это интересует само по себе, как самоцель. Да, то есть вы делаете как такой каталог большой. Да, большой библиография вот этих сказок. Все, больше вопросов нет, спасибо. Спасибо. Мария, а как вы думаете, это имеет научную ценность? Не знаю, но фактографическую и систематическую, естественно, имеет. Если найдутся исследователи, которые придут с хорошей работающей головой на этот материал, захотят обобщить его, включить факты перевода славянской детской литературы в переводы славянской литературы вообще на русский язык, то, пожалуйста, я подготовила для них очень хорошую базу.